трагедии, которую испытал чеченский народ, не было. С лица земли в центре Европы были стерты лица земли целые города, десятки населенных пунктов, ужасы Самашек, Хайбаха, ужасы Самашек затмили ужас Хайбаха, который советские войска совершили в 1944 году. Но все это сегодня как следствие и попустительство всего международного сообщества, который заявил на трагедию, на убийство чеченского народа, что это якобы является внутренним делом самой России, сегодня эта Россия с войной пришла уже в Европу. И сегодня в Европе разрушают старинные города, памятники истории, архитектуры, убивают невинных женщин, детей. И все это делается под предлогом какой-то спецоперации. Этот трус, который засел в Кремле, он привык не называть вещи своими именами. С убийства, которые они совершают, они прикрываются под какими-то другими лозунгами, как это было в Чечне. Убийство чеченского народа они окрестили наведением конституционного порядка. И сегодня точно так же убийство украинцев он окрестил и назвал это спецоперацией. Это почему? Потому что и украинцы, и тогда чеченцы, мы являлись независимым, суверенным, свободным государством. И он, и Россия, Россия обошлась с нами как с врагами. И они заново решили завоевать эти территории. Завоевать и аннексировать, полностью оккупировать Чечню им не удалось. И с этого времени этот монстр вышел на свободу. Он вышел на широкие просторы. Он захватил и аннексировал части территории Грузии. В последующем он аннексировал территорию Украины. И сегодня он открыто начал войну против всего украинского государства с тем, чтобы захватить и оккупировать эту территорию, чтобы вычеркнуть из карты мира само понятие как украинское государство. И вот вопрос, мир позволит им это сделать или нет? Да, мир им позволит это делать, если мы позволим миру и мирным и сильным мира сего допустить это. Потому что геополитики, в политических вопросах, политической целесообразности не существует такое понятие, как эмоции, или как жалость, или какое-то сопереживание и сочувствие. О гуманизме и о гуманности не приходится говорить. Эта целесообразность переходит в цинизм. И если мы сегодня позволим и допустим это, они по этому же пути обратно, учитывая свои интересы с Россией. Но сегодня мы не должны допустить, чтобы мир и сильные мира сего признали снова Путина легитимным и допустили его в свой престижный клуб политиков. Но мы видим, что и сегодня попытки продолжаются сделать это. Заигрывание с ним, телефонные звонки с Путиным, с убийцей и с террористом, они недопустимы. И мы должны сказать миру, не только здесь, перед Международным трибуналом в Гааге, но во всех местах, во всех столицах европейских стран, западных стран и всех, кто считает себя цивилизованными обществами, мы должны проводить такие акции и протестовать против того, чтобы мир допустил или позволил Путину продолжать народоубийство в Украине. Ибо это не будет только народоубийством Украины, это будет убийством всей цивилизации. И я очень надеюсь на то, что сегодняшняя наша акция, она каким-то образом несет свою лепту в борьбу с международными террористами. Путин террорист! Путин террорист! Путин террорист! Иншаллах, дай Аллах, мы победим. Мы за правое дело, и за правым делом стоит Всевышний. А там, где Всевышний, там всегда победа, иншаллах. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Слава Украине! Героям слава! Ассаламу алейкум. Маршал Масу. Здесь все уже было сказано в основном.
Поэтому я в своем выступлении буду говорить немного короче. Значит, с какой целью мы сегодня собрались? Цель нашей сегодняшней встречи, сегодняшнего митинга заключается в том, что мы говорим Международному уголовному суду: Россия совершила тяжкие преступления, две агрессии, геноцид, преступления против человечества. Вы говорите нет? Если вы говорите, что не было этих преступлений, то скажите об этом. Но ни Международный уголовный суд, ни другие высокие международные организации четко и ясно нам не сказали, совершил Путин преступление, путинские власти, политические и военные силы России, совершили они преступления или не совершили. Они молчат на этот вопрос, никакого ответа. Сегодня в своем письме я написал генеральному прокурору о том, чтобы он вышел к людям и сказал: вы принимаете то, что мы написали в этом документе. Этот документ на французском языке мы представили в Международный уголовный суд. И сегодня мы ожидали от них, что они нам ответят на этот вопрос. Но, к сожалению, сегодня их здесь нет. Полиция, охрана подошли сюда, правда, очень аккуратно сказали, что их сегодня нет, но мы этим ответом не удовлетворены. Поэтому я перед вами сейчас объявляю, что я буду продолжать эту борьбу, я буду продолжать бороться за то, чтобы Международный уголовный суд сказал правду наконец. Официальным образом сделали заявление: Путин и его кремлевские товарищи совершили преступление или не совершили. Года против чеченского народа и продолжают сегодня другими методами. Сегодня в нашей республике, в нашей родине, в нашей стране умирает огромное количество чеченцев, совершенно невиновных ни в чем. Их убивают очень другими способами, тайно. И никто об этом ничего не говорит. Все мировое сообщество замалчивает чеченский вопрос. Почему международное сообщество молчит, когда десятки тысяч защитников чеченской родины сегодня сидят в тюрьмах, и их охраняют бывшие российские боевики, российские преступники, которые сегодня в сторожах сидят и убивают, и мучают, издеваются над достойными чеченцами. Мы не должны оставаться равнодушными. Я обещал говорить коротко, поэтому я на этом заканчиваю. Опять прошу всех, не оставайтесь равнодушными. Мы сегодня не заканчиваем это мероприятие, мы не заканчиваем митинг. Я приеду сюда один, буду в одиночестве стоять здесь и требовать от них. Но ваша поддержка мне нужна. Поддержите, потому что вы поддержите все мировое сообщество, а сегодня особенно Украину. Да здравствует Украина! Да здравствует украинский народ, геройский народ! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Верные и живые, уважаемые гости, наши предыдущие спикеры сделали свое выступление на русском языке, я скажу пару слов на родном чеченском языке. Верные
يجري ناوستي ويتان يشتي نام بزحة ويتحطي جد طبعا دخول شوي والمغار شو يطول شراحة وق بيجرد ودون سودي ويشودي الله يسكدو وق مسجد اسقاطي قديق دوي سيد النسكات سيندولي يسكدون اقتصادي يشودي الله نشتغل نوي كبستوي организация Кюгл-Бур, мир права человека, вообще и чудел доллара и доуду, и сахай касти электрона, и закадя قديقة دولش شحال زام نشكادين داوي منوقش ماركالات دولا и харцво يقزل رسي بوشالت عيدل Кюгл واشي так يوقتي تمام Eskar шхала бойлыш, ишки царь Рилин Харцует, спизолше, Версипатаж, Кристаллиниш, Волцар Адона, Ишек Астия, Дюньянюк Адол, что Лир, что закон царя. Вен Бухар, Эсхен Ауэ Чулучхенаха, Бухар Уэк Хайлдер, Иштар Сигла Уэ Шейнишку Дачу, Хундальши, Шухалла Уэн Дойшту, Шай Раси Почалку, Удинир, دحردا رسود قول شيناها شجدة شنو بو الله يقدر كان بري شنو دقانيا اللي شيء عالشو شش قالم ديردول هما تينا ور هذي ويكيد يقدر داتس دقة ويقول تدحردا دير شنو شو داتس دولا ويقول جوب يوزودو دنيا نقول بقول سان الله دحر شش يقدر دادول إلى سان يقطعها مسيد شو ده شو ده يقطع جواب Юч из помболшена, кюк тайдол из адокшешела, жюпелир болдегаха иста бан квартирце извон масана дойшту. А тентан лештинаха вебоште куду халхидин ве мабиата ве почал айду виштоя боконшлар яшкол. Цац организации вена ваше дат دياسيا تعرف organization بقى شلريا نرجع وتوش وواحد سعر مش حلوة بيست بروستير سعر اللي يدور دونا هذا سعر هذا وينوخش دوش دول هما يشتمسوا هذا مقاطع لا سعر لو أصلا دي ده سوي تعب ويوش هم دول يلوش تجيبوا شيء استعصبوا ده وين مصوا وحد يتوشتك أما صديق شتوشة تعاهما دات الدنيا تعاهما دات وين دار البقوة سويسو وش ودوش دقة الدنيا اللي البقوة شو دونا إنيش مو تدع ديز مو ليلو ديزة وش وين دويزوش دو دارتوت يعطين بلوش دو ويا دار بحي أستو دوش دو أما شيء عزامي وشو ما دات وي صوبر ثاني هيتسلس حدا يحكندو وي بقوة يحو إنه صوبر تسلوي الدنيا نقول بقلون شلريش إنسى خطيني النهر تانليشين أو أوكرانيا خيل بولر بعد أبول بالإنكم قوام بعد وشدونا إيش شيء وركلر قوام خيرشي إنسى قادم مثلا وش دور ديك دونا وي دويتش تكودو وي بعني كودو ومش قوي شقيل داتون ديلا إنسى وين مخا أنا أقدر هو دنيا يقر وبتشال كيغل قوي أقدر شاش بوبوش بيش أمريكا كيغل قوي تير عدو البلد تاف أنجلي كيغل قوي خبرش مسارة دون كيجي يقي بتشالش شيول تيوكش استيق يسودي قايق ويشو يحوال ويشو يقيلي وحا ويشو بتشال كيغل قوي سنة إغارس وليلوش يقزلش ليلوش بولا وليتكسا تما اسكرش حالبوش بولا ناخالا إشتي بيلوش لدعدولي أقا أوكران بتشالقي بيكلش يكرا تير عيدل كيغل باشكرا إقلش بيلوش لدعدولي دو سوديلا وي بوشتك وي بيكتن بون واح يتسلس إذا إيران في البوتي خاوين دونا تعال هر تقعد شون يجري دونا يجري هر ويزام دوي تعال لا دوانيك
وي أجيك دون وي صوبرت حدا يحكن دول وين ما خير ودوح الليل بريزيدنت جوور دوداستون دا غازوة تعويلز دون سوى أول شترتو عنا تسندشنش وين ما سنة دويز إشين صغار دال دوي تشتوقش تعيور يزام الدوي إس أوكرين ثاني دور دو أخذوا عنا إس رسي بتشالق بوكا كبير بوال دون إنتظام تقاش شو دوش تقل هور دميل دولو ميل تاجيجر دال دادويتش مقر بوال دون أنا إن شاء الله وتعاشيك ويات إدين بساعة ترشاشل وشي حال بولش شين تعد بوهم تما بينيا بو بسنشة كلار بولش أما صنخا إنس وكر دولش تر دست دونا يتحن واتف دونا يكورت يبوتين بوشتل إجعل دلاح صنقون ها شوار دوش يشوكمت هذا لنا ودونا أرز تولت دلنا يوين أستور خلر دونا إزام جين ياتشون دال مقلا دونا دال يعي بيركة يول دير يسول بس حمير بإنشنا وين ما خيرت يحل يرماركي إيت دوي دونا ديسقنا يور تاق بس حوا يشيو شو مقشليتة كيف تصغدريتة شاول شو ويضع ديشاني دون ديلك ديشاني نيستيشريك الله ديرو ويبعن شلون ليل واشتش دونا دالوق بعن خواتنا ويداي مارش بوليل دال يحي بيركة يول الله أكبر Zainab, istorika je ovo više. Masera da pjerke do ide dikman, da eto bojne masera koje abjak bošnjegam. Я буду очень, наверное, как всегда не сказала, говорю долго. Наверное, буду немножко это. Я хочу сказать, что это очень важный день, это очень знаменательный день для нас всех, для тех даже, кто сейчас в Украине воюет за свободу. Этот день, наверное, мы, женщины, которые здесь присутствуют, Хазман, Таита, Фатима, мы о нем мечтали. Конечно, это не решающий день. Конечно, это еще надо к этому идти долго, чтобы был трибунал над преступниками, российскими преступниками, военными, которые совершали преступления в Чечне. Я вам скажу одно, что хотя было очень трудно нам в то время, 20, 25 лет, 30 лет назад, доказывать, что мы хотим просто свободы, что мы хотим просто независимости. Ничего сверхъестественного нам было очень трудно. Нам было трудно, и нашим ребятам воевать в Чечне тоже было трудно. Они просто воевали с голыми руками, с одним автоматом, с одним танком. Я как помню, 2 танка бегала по Чечне. Я вот как помню, не знаю, я много не видела. Хотя мы не выходили из Чечни. И это было очень тяжелое время. И это было очень сложное время, когда наши ребята просто погибали, потому что у них не было сопротивления, не было оружия, не с чем было бороться. Но, тем не менее, вы знаете все, мир доказал, что маленькая Чечня выиграла войну в 150 миллионной России. Выиграла войну. То, что мы не удержали этот мир, это уже другое. Но хочу сказать, что как бы там ни было трудно, мы старались, потому что мы женщины. Я никогда не брала оружие в руки. Но я взяла, мое оружие, это была камера. Мое оружие, это был фотоаппарат. И также я хочу сказать о своих женщинах, которые здесь присутствуют. Мы поняли, что нам другого не дано. Мы должны снимать. А почему? Когда мы стояли, вот даже с Хазмана, она сегодня здесь присутствует, мы стояли на границе, когда бежали из Самашек люди, и когда нам говорили руками, они показывали, что с ними происходило, которые живые уходили оттуда, которые говорили, что как они закапывали родственников, как они бросали, как взрывали, как убивали. Это все очень долго говорить, это не сегодня здесь это говорить. И я поняла тогда, стоя там, и думала, что же сделать, что я могу. Потому что для меня
война это был такой, и как для всех чеченцев это был большой удар. Но так как я родилась в депортации, так как я выросла в депортации, так как я слышала, как тихо шепотом мои родители говорили о Хайбах, потому что я родом из Хайбах, говорили о убийствах, о умерших, там своих родственников. Я даже однажды вышла маленьким ребенком, вышла и сказала, что вы знаете, мои родители, по-моему, с ума сошли. Моим русским, там, немецким, кто был тогда моими друзьями, сказала. Я говорю, по-моему, они с ума сошли. С ума сошли, потому что я думала, что это нас тогда в Хайбах убивали немцы. Я думала, что это я не знала, что это НКВД. Но когда уже выросший, я когда стала познавать, что произошло с нами, это было уже позже. Поэтому я думала, чтобы, когда мы стояли именно на границе между Ингушетией и Самашкой, в тот день, когда бомбили Самашки, 7 апреля, как сейчас помню, то я сказала, с нами была еще Надя Чайкова, которую позже убили в Самашках. С нами была еще, мы с Азман, и мы стояли, и я думала, что же сделать, что делать. Я просто записывала, но я понимала, что это не даст ничего. Поэтому после этого мы начали снимать. Нашли камеру, начали и так далее. Поэтому я хочу сказать, сегодня этот архив, он сегодня в Берне. И есть много доказательств. Мы это не показываем. Мы это не показываем, потому что, чтобы настал трибунал, чтобы был этот трибунал. И пока не будет международного трибунала, никогда мы не сможем быть свободными. Поэтому что преступники должны наказаны за те содействия, которые они совершали в Чечне, в Ингушетии, в Грузии, в Азербайджане, и тем более сегодня, что они делают сегодня в Украине. Да, еще раз хочу сказать, тот архив, который сегодня хранится, не деньги хранятся, а хранится архив в швейцарских банках. Тот архив, который сегодня хранится, над ним работали 10 лет люди. Люди над этим архивом посидели. Но он есть. И слава Богу, и слава Аллаху, что мы сможем предоставить документацию тех преступлений российских военных, которые делали в Чечне. И я думаю, что этот день придет благодаря Дал Хаснабу, что у меня есть эти люди, эти братья, все вы, я не хочу никого вас выделить, хочу сказать, что все вы есть, вы неравнодушны, вы с нами, да, Зена,